Ассаляму алейкум ва баракату. Посмотрел я сейчас репортаж на ЧГТРК «Грязный» про убитую или умершую девушку молодую в Гудермесе. И если бы я не просмотрел этот репортаж, я бы, наверное, вообще никак не стал комментировать эту тему, но после просмотра у меня просто бомбит от этой истории, и у меня нет никаких сомнений в том, что там какой-то обман и преступление республиканского масштаба. В этом репортаже нам говорят о том, что девочка умерла, и ее прям, она не успела еще остыть, как ее в ту же ночь ее прям хоронят. И об этом не оповещают ее мать, ее ближайших родственников, они не присутствуют на похоронах, они не видят тело. С каких пор у нас, во-первых, в Чечне хоронят людей ночью, несмотря на то, что в этом нет ничего противоречащего исламу, но у нас почему-то в Чечне принято так, что ночью людей не хоронят. Никогда ночью людей у нас не хоронят. После того, как солнце садится, все. Обязательно находятся какие-то авторитетные люди, рулящие похоронами в республиканском масштабе, и они говорят, что нет, надо вот тело оставить, его захоронить нужно будет завтра. Это правило, которое знают все. Никогда у нас в Чечне ночью людей не хоронят. И мало того, что, ладно, ее прям на бегу прям похоронили ночью, элементарно об этом сообщить ее матери, дать матери увидеть свою дочь в последний раз. Как это так? И неужели вы пытаетесь в этом убедить людей? Пихнуть эту ложь людям? И главное, в этой ситуации ведь замешано немало людей. Объяснение этого муллы, оно вообще поражает. Он говорит, что эта спешка была связана с тем, что вот такая, мол, ситуация, сейчас лето и тепло. Ты серьезно? Это что, первое лето в Чечне, что ли? Мы впервые летом хороним людей? Скольких людей у нас в Чечне летом похоронили ночью? Вы можете перечислить такие тези, где людей у нас похоронили ночью? У нас что, не нашлось помещения с кондиционером, где она могла бы пролежать до утра? Здесь, вы понимаете, и менты покрывают, и работники скорой помощи покрывают, и этот мулла покрывает, и женщины, которые купали тело, покрывают. Здесь замешано очень много людей. Это такая ложь республиканского масштаба. И сейчас у меня нет никаких сомнений, что это очень темная история. Да помилует Аллах Всевышний погибшую девушку, и мы просим Аллаха, чтобы Он открыл скрытое в этой истории.